Давайте представим такую ситуацию. Альхамдулилля, по милости Аллаха, и об этом наши деды, даже наши не все родители мечтали. Многим из нас повезло побывать на Святой Земле, прочитать намаз в Масджид-уль-Харам напротив Каабы. И вот это ощущение, когда мы стоим перед Каабой, перед ее величием, красотой, трепет, сердце стучит. Даже тот, кому еще, иншаллах, надеемся, что всем Аллах Субхану даст эту возможность прочитать намаз рядом с Каабой, ощутить ее аромат, прикоснуться к ней. Но даже они видели, альхамдулилля, сегодня есть и видео, которые передают вот это ощущение, и вот этот трепет. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершая таваф, остановившись около Каабы, сказал: «Как прекрасна ты, и как прекрасен твой аромат, и как величественна ты, и как велика твоя святость». Кто с этим поспорит? Какое трепетное отношение к этому дому Аллаха, субхану ва тааля. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжает: «Но клянусь Аллахом, в чьей руке душа Мухаммада, что неприкосновенность верующего более велика перед Аллахом, чем твоя. Неприкосновенно его имущество, кровь, и мы должны думать о нем лишь благое». Великие слова, страшные слова. Как мы трепетно относимся к Каабе, и как мы позволяем себе действия, слова, мысли касательно братьев и сестер. Когда, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что для Аллаха, субханаху ва тааля, святость мусульманина, она выше, чем даже Кааба. Поэтому мы должны оберегать свои языки. Оберегать свои языки от посягательств на честь другого брата мусульманина. Это одно из, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещено 3 вещи. Кровь мусульманина, его честь, его имущество. Харам запрещены, мы не имеем права. То есть мы остерегаемся от воровства, но не остерегаемся от того, что своими языками позорим, порочим, обзываем, рассказываем гайбат или бухтан. Когда, как без сомнения, мы будем отвечать за это. И, естественно, когда человек говорит: брат, не говори про брата ничего, он скажет: ну он сам про меня рассказывает. Но мы должны понять, что, возможно, он достоин этого. Возможно, достоин то, чтобы его ругали, он достоин. Но мы за это будем отвечать перед Аллахом субхану ва тааля. И когда Умар ибн аль-Хаттаб сказал тоже очень мудрые, глубокие слова, он сказал: если кто-то из мусульманина ослушивается, обратите внимание, он акцентировал внимание на слова «ослушивается Аллаха в отношении тебя», потому что, когда мы рассказываем про брата, когда мы ругаем брата, мы не ругаем брата, мы ослушиваемся Аллаха по отношению к этому человеку. Вот это ослушание Аллаха, оно страшнее. Вот это мы должны понимать. То есть он про меня рассказывал, я про него рассказываю. Нет. Он ослушался Аллаха в отношении меня. Умар ибн Хаттаб сказал: но ты не ослушивайся Аллаха по отношению к нему. Ты перед Аллахом будешь отвечать. Возможно, он достоин этого, возможно, как бы он заслужил этого, но ты тем самым перед Аллахом, тебе нести за это ответственность. Стоит ли этот человек того, что тебя за это будут наказывать или нет? То есть, когда мы позорим человека, который позорил нас, мы ввергаем себя в наказание Аллаха на зло ему. Со стороны, если вот разложить, выглядит глупо. Пойду я себя, как ребенок, когда говорит: я пойду повешусь, пусть всем будет плохо. Ну, дети же как бы. Говорят: ну, глупый человек. Но по большому счету мы так и делаем сами. 30, 40, 50 лет мужиков все это рассказывает. Вот, но он же про меня. Хорошо, но ты тем самым ввергаешь себя в ад на зло ему. Оно того стоит. Поэтому Умар ибн Хаттаб сказал: не ослушайся Аллаха по отношению к нему. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал касательно именно того, потому что большинство мы вредим другим своим языком. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, что если человек пообещает мне за 2 органа, я обещаю ему рай. То, что находится между зубами, и то, что находится между ногами. То есть все остальное мы меньше совершаем, то есть мы меньше обращаем внимание на те слова, которые мы говорим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: стыдливость и молчаливость – это 2 ответвления веры, а сквернословие и красноречие – это 2 ответвления лицемерия. То есть это проявление лицемерия, которым сквернословие, когда мы про братьев или сестер что-то рассказываем.
В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, в хадисе от Абу Дарды: «Нет ничего тяжелее на весах в судный день, чем благой нрав, и поясни, Всевышний Аллах ненавидит произносящего мерзости». То есть, когда мы пытаемся отомстить человека, позоря его, мы должны понимать, что Аллах, субхану ва тааля, нас будет ненавидеть за это. То есть, мы должны осознавать это. То, что хочется, отомстить хочется, да, хочется тоже где-то уколоть, но тем самым мы ввергаем себя под ненависть Аллаха, субхану ва тааля. В хадисе от Ухбы ибн Амра пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И достаточно человеку зла, то есть достаточно того, чтобы он попал в ад, в том, чтобы быть порочным, сквернословящим, жадным и трусливым». То есть, если мы не остережемся от сквернословия, этого будет достаточно, чтобы мы попали в ад. Поэтому Абдулла ибн Умар говорил: самые ненавистные рабы для Аллаха – это часто ругающие и проклинающие людей. То есть, человек, может быть, смотришь, он в мечети, зикры, ну и начинает дальше гайб. А толк от твоего гайбадата? Если ты фактически для Аллаха ты самый ненавистный, то есть мусульманин должен оберегать свой язык от шептаний, он такой, он сякой, гайбат, бухтан, эти вещи. То есть проявление вот такой богобоязненности больше именно мы должны оберегать свой язык, нежели в количестве айбадат, поклонения. Ученые скажут, что ругающий мусульманин является нечестивцем, фасихом. И об этом Аллах, субхану ва тааля, сказал: не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовали. То есть мусульманин, он не придумывает оскорбительные клички, не называет, не оскорбляет кого-то. Он такой, он сякой. Аллах, субхану, назвал таких людей фасихами, нечестивцами. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал в хадисе от Ибн Мас'уда, приходит в Бухари и Муслиме: ругань мусульманина – нечестие. То есть ругань мусульманина является фиск, нечестие, фасик, человек, который это делает. А сражение с ним – неверие. То есть сражение с мусульманином является куфром. Также ученые скажут, что ругающий мусульманин совершает великий грех. То есть это кабайр, это большой грех. То же самое, что убийство, распитие спиртных напитков, прелюбодеяние. От Абу Хурейры пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине из числа величайших грехов, то есть кабайр, это покушение человека на честь мусульманина без права. А также из числа великих грехов 2 ругани за одну. То есть когда мы человека позорим, его честь, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это запретно. В этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это аль-кабайр, это большой грех. То есть мы не пьем, да, мы не совершаем прелюбодеяние, да, мы не воруем, но языком полощем, позорим людей. Но это то же самое. Это то же самое, это тоже большой грех, за который мы будем отвечать. А в хадисе 2 ругани за одной, мухаддисы сказали, что когда говорят, ты нечестивец, а мы говорим, а ты нечестивец, еще жмот, то есть мы добавляем, то есть увеличиваем, когда отвечаем. Поэтому сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали: когда мы видели человека, проклинающего своего брата, то видели того, кто совершает тяжкий грех. То есть человек, который проклинает другого, он говорит, что этот человек кабайр совершает, то есть совершает большой грех. Также ученые скажут, что ругающий мусульманин является, даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал таких людей шайтанами. В хадисе приходит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине Аллах внушил мне в откровении, чтобы вы проявляли скромность, и чтобы никто не притеснял никого, ни над кем не превозносился. То есть, когда мы кого-то оскорбляем, откуда это появляется? Это высокомерие. То есть, мы ставим себя выше, и потом позволяем себе унижать другого. В другом хадисе, когда люди спросили, а если он обругает, то есть, в ответ, что говорит? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: 2 ругающих друг друга – это 2 шайтана. То есть 2 человека, 2 мусульманина друг с другом ругаются, это 2 шайтана, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, которые в этот момент произносят непристойности и ложь. Но когда вот начинается на эмоциях, мы начинаем переступать границы. Мы начинаем придумывать или врать, или говорить непристойности. И в этом состоянии пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, они подобны 2 шайтанам. Также ученый сказал, ругающий мусульманин бросает себя на гибель. То есть то, о чем я уже сказал, то есть человек сам себя бросает. То есть на зло человеку, позоря его, мы себя подвергаем наказанию Аллаха субхану ва тааля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ругающий верующего подобен тому, кто сам бросает себя на гибель. То есть мы сами своими руками бросаем себя в огонь. И мы должны понимать, что мы когда про кого-то рассказываем,
Возможно, он заслужил это, возможно, он самый плохой человек. Но когда мы ходим, его позорим, мы часть грехов себе забираем, егошник. И об этом сказал Хасан аль-Басри в этот период. Хаджадж ибн Юсуф, уже несколько раз о нем упоминается, очень жестокий был правитель. И Хасан аль-Басри сказал, когда про него рассказывали, действительно был жестоким человеком. И люди про него рассказывали, и Хасан аль-Басри говорит, я боюсь, что он уже очистился от грехов по причине ваших языков. То есть вы уже все его грех уже забрали тем, что вы про него рассказываете. То есть когда мы кого-то оскорбляем, возможно, он этого заслужит, но мы должны понимать, что своим языком мы очищаем его, обеляем, потому что часть грехов заберем. И об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это одна из причин, то, что мы становимся банкротами. То есть мы часть грехов этих людей забираем. Потому что если мы рассказываем про кого-то айба, хитрим, где-то договариваемся касательно или позорим его, мы должны быть готовы, что в судный день мы отдадим свои намазы этому человеку, мы отдадим свою уразу этому человеку. Если у нас не хватит, мы заберем его грехи. Поэтому мусульманин должен быть выше этого. И даже если он этого заслуживает, мы не должны от этого страдать. Более того, если мы ругаем кого-то, мы должны понимать, что у нас еще не полноценная вера. То есть иман еще не дошел до уровня необходимого. Как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, верующий не является ругающим, проклинающим, совершающим мерзости и сквернословящим. То есть если мы ругаемся, произносим сквернословие, мерзости или ругаемся, это показывает в том, что уровень нашей веры еще не достиг, он еще слабый. То есть есть над чем работать. Опять же, человек в судный день по причине своего языка станет банкротом. Аллах субхану ва тааля право раба не прощает. Святость человека она настолько велика, что Аллах субхану ва тааля право этого человека не прощает. Это справедливость Аллаха субхану ва тааля. И то, кого мы оскорбили, обидели, унизили, чью честь мы задели, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, это друн иманиль муфлис, вы знаете, кто такой банкрот? И сказал, тот, у кого нет ни денег, ни имущества. Он сказал, нет, в судный день банкрот тот, кто придет со своими действиями. Намаз, ураза, закят, хадж, айбадатами он придет, у него все будет хватать. Но окажется, что он оскорбил кого-то, унизил кого-то, пролил кровь кого-то, забрал имущество кого-то. А Аллах субхану по своей справедливости право раба не прощает. И нам придется то, что мы деньги не вернули, отдавать своими намазами. То, кого мы оскорбили, отдавать уразу. Этот человек, у него действие закончится. То есть айбадат, который он совершил, у него закончится. Но эти люди будут продолжать приходить. Ты меня оскорбил, ты меня унизил, ты не вернул мне долг. А у него уже нечего отдавать. И он начнет у них забирать грехи ихние. То есть я не вернул долг прелюбодея, у меня уже намазов нет, он свое прелюбодеяние отдаст мне. И я не совершал прелюбодеяние, но меня будут наказывать как прелюбодея, потому что я ему задолжал и не вернул ему долг. Потому что это право раба. А в судный день, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пока в этом мире динар и дирхем имеют ценность, да, то есть решайте проблемы между собой. Потому что в судный день вы будете уже торговлю вести своими деяниями, своими благими деяниями. Поэтому вот этот человек, который потом пришел с намазом, уразой, закят, хаджи, но в итоге попал в ад, будет вернут в ад. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, вот именно этот человек является банкротом. Поэтому мы должны понимать, да, сегодня я могу кого-то оскорбить, обидеть, он мне ничего не скажет, потому что я сильнее или у меня положение выше, но перед Аллахом мы одинаковы. Перед Аллахом в судный день Аллах даст ему право истребовать у меня свой хак. И там уже нам не поможет ни наши связи, ни наше богатство. Этого мы должны бояться. Более того, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сравнил это с риба, с ростовщичеством. А касательно риба, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это даже хуже, чем прелюбодеяние со своей матерью около Каабы. То есть до какого мерзкое действие это риба? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, наихудшее ростовщичество – это ругань и честь. То есть когда мы честь человека оскорбляем, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, даже хуже риба. То есть даже хуже тех, кто занимается судным процентом. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине наихудшее ростовщичество, то есть наихудшая риба – это посягательство на честь мусульманина без всякого на этого права. То есть у нас нет права человека позорить, и мы начинаем, вот он такой, он то совершил, это совершил.
Мы должны понимать, что это деяние это хуже, чем судный процент. И ученые объяснили этот хадис. То есть самый худший вид ростовчичества со стороны греха, то есть по состоянию греха, это удлинение языка в покушении на честь мусульманина, презирая его или относясь к нему с пренебрежением, или же пороча его, будь это клевета, ругань и тому подобное. То есть когда мы начинаем кому-то кости перемывать, мы должны понимать, что это деяние хуже ростовчичества, и за это придется отвечать перед Аллахом субхану ва тааля. Ругань мусульманина ведет в ад, если только ругавший не покается, то есть не попросит прощения. Это известный хадис, где люди, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришли и спросили: о посланник Аллаха, поистине одна женщина выстаивает ночные молитвы, постится днем, подает милостыню, но она причиняет вред соседям своим языком. То есть ругается с ними, порочит их, позорит их. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ля хайра фиха хия мин ахлин нар. В этой женщине нет блага, она из обитателей огня. То есть мы за свой язык можем попасть в ад, если мы вовремя не попросим прощения тех, кого мы оскорбили. Более того, сквернословие – это признак лицемеров. Аллах ненавидит его, и оно введет в ад. И об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Поистине непристойность и сквернословие не имеют никакого отношения к исламу. То есть мы, будучи мусульманами, если это говорим, мы не относимся к исламу. И поистине наилучшим исповеданием ислама у того, кто обладает наилучшим нравом. То есть, если мы позволяем, будучи мусульманами, себе говорить то, что не подобает мусульманам, это является доказательством того, что наш иман очень слабый. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: стеснение из веры, а вера в раю. Что касается сквернословия, то она от черствости, а черствость в аду. Поэтому мусульманин, опять же, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда сподвижники спросили: я Расулюллах, а разве мы будем отвечать за свои слова? Он сказал: а есть ли еще какой-то такой орган, по причине которого столько людей попадут в ад? За свои слова мы будем нести ответственность перед Аллахом субхану ва тааля. И вот здесь поднимаются слова Умара ибн Абдель-Азиза, который сказал, что я видел сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые видели богобоязность, то есть уровень богобоязности не в количестве намазов и дополнительных постов. То есть мы же тоже сейчас думаем, кто человек постоянно постится, тахва, или ночами выставит молитву. Он говорит: нет, они молились меньше вас, они постились меньше вас, но то есть признаком тахва, богобоязности было оберегание своего языка от задевания чести другого. Потому что окажется так, что мы придем в судный день и увидим, что наш язык уничтожил все деяния, которые мы с трудом зарабатывали. И пусть Аллах субхану ва тааля поможет нам исправить наши языки от задевания чести наших братьев и сестер.